Мужчина, примерно 25 лет, без сознания. Как помочь человеку, если он потерял сознание, получил перелом или у него резко схватило сердце, знают немногие. Первый раз такой случай, то что наглядно показывают, как оказывать первую помощь. Ну а в жизни это пригождается, тем более если в дороге случится что-то. Получив первую помощь в течение 3-5 минут, шанс выжить возрастает в половине случаев, особенно после ДТП. В Татарстане в этом году их произошло более 3000. Почаще надо проводить такие мероприятия, но все-таки не все знают, как поступать. Многие теряются, по моему мнению. Мне самому не доводилось сталкиваться. И главное здесь не только помочь, но и не навредить. Эксперты выделяют целый ряд классических ошибок. Люди, конечно, пытаются помощь оказать совершенно неграмотно, да, пытаются там человека с переломами транспортировать, как раз при этом затрагивая эти конечности. Люди думают, что шины нужно накладывать. До сих пор думают многие, что мы можем человеку, если ему плохо, дать таблетки. А по закону мы не имеем права людям давать таблетки. Когда человек теряет сознание, ему не нужно под нос совать на шатырь. По мнению экспертов, у каждого пассажира с собой должен находиться вот такой набор оказания первой помощи. Здесь находится термоодеяло, маска для ИВЛ, перчатки, 2 косынки и спирт для обработки кожи. А по окончании обучения каждый участник получает и вот такой блокнот с элементарными правилами, как быть полезным пострадавшему до прибытия скорой. Проверить признаки жизни, вызвать врача, если возможно, остановить кровотечение, восстановить дыхание и пульс. Мы решили показать основные навыки. Например, если человек упал, можно ли его поднимать? Что нужно сделать? Или если ему стало плохо, он схватился за сердце, что ему нужно дать? Или вообще ничего не давать? Лучше подождать профессиональную помощь. Такое обучение в общественных местах казанские добровольцы будут проводить раз в квартал. Юлия Муратова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.